Да, всем привет. Меня зовут Григорий Григорьев. Артем. Я работаю программистом, Android-разработчиком, разрабатываю мобильные приложения. Вот. И сейчас расскажу вам о своих проектах. Ну, своим проектом занимаюсь свободное от работы время. Вот. Надеюсь, меня хорошо слышно. Если что, пишите. Вот. У меня несколько проектов. Ну, наверное, надо начать с того, с чего все началось. Все началось с того, что мне жутко не нравилось при наборе удмуртского текста то, что удмуртские слова подчеркивает красным, то есть якобы, ну, как будто бы неправильные слова. Вот, это происходило в офисе, либо на сайте, в браузере, при общении с друзьями. Вот, и я подумал и захотел, чтобы программа понимала именно то, что я пишу. Вот, и начал разбираться, как это все работает. Понял то, что это все встроено через программу Ansible. Это такая программа для прописания. Вот, и она как бы использует у себя внутри два файла. Первый файл это словарь со словами, получается. И второй файл это правила, то есть суффиксы, префиксы. Вот, и с помощью этих двух файлов надо было писать грамматику языка. Вот. И в течение нескольких дней я сделал первую версию приложения, не приложения, а словаря. Вот. И в этом, как бы этот словарь уже понимал там около миллиона там форм. Вот. И эта идея мне очень понравилась. Еще примерно в это же время был переведен сайт ВКонтакте на удмуртский. Вот, и меня тоже это очень вдохновило. И я решил сделать следующий проект, приложение, называется Wooden Package. Вот. В этой программе собрано несколько программ. Вот. Ну, вообще для чего как бы был создан данный пакет? Была проблема с удмуртской раскладкой клавиатуры. То есть использовалась неправильная раскладка с неправильными кодами, и в итоге удмуртский текст, сказать, отображался неправильно. То есть, если шрифт не был установлен на этом компьютере, где используется этот текст, текст отображается неправильно. Вот. И мы решили создать приложение, которое будет устанавливать правильную раскладку, то есть с юникодовскими кодами, чтобы текст везде отображался правильно. Вот. Ну, здесь у меня две удмуртские раскладки. В одной раскладке удмуртские буквы набираются с помощью клавиши Alt плюс соответствующая кнопка, например. Мы хотим набрать букву E. По строчками мы нажимаем Alt и букву O. И вторая раскладка, это типографическая, называется. Она использует цифры для набора букв. Вот. Ну, где-то кому-то это может казаться более удобным, такой набор текста. Также здесь различные юникодовские шрифты бесплатные. Также электронный удмуртский словарь электрокулюкан, конвертер для исправления кодовок и небольшое приложение Елео, локализованный на удмуртский. Вот. Ну, здесь получается не все мои, то есть из этих программ
Моя разработка тут только раскладка и система правописания, словари, система правописания. Вот. Но это приложение только для Windows. Дальше тоже где-то вот в 2012 году, ну, то есть Android уже появился раньше, конечно, но все более и более обширнее начали использовать для смартфона с Android. И было решено создать удмуртскую клавиатуру для Android. Вот. Эта клавиатура работает совместно с программой MSoft Keyboard. Вот. То есть удмуртская клавиатура устанавливается как языковой пакет, включает в себя раскладок, там 3-4 ряда, и содержит в себе словарь 9. Вот, я сейчас включу видео, как это все работает, можно посмотреть. Вот. Ну, также были созданы клавиатуры для марийского, коми, алтайского и финского языков. Здесь есть, видим, словарь Т9. И предлагает какие-то слова при наборе. Вот. Но хотелось что-то большего. Хотелось, чтобы было приложение, которое не зависело от другого приложения. То есть, так сказать, независимое приложение. Вот. И было создано второе приложение, русская клавиатура UC2. Она основана на гугловской клавиатуре. Но так как у нас Android открытая операционная система, то мы можем задействовать какие-то, взять и доработать клавиатуру. Вот, я так сделал андроидскую клавиатуру и доработал. Добавил туда удмуртскую раскладку, добавил словарь. Вот, и включу видео. Но здесь уже, так сказать, получился более продвинутое приложение, так как здесь есть непрерывный ввод текста. Что это значит? Это, то есть мы можем набирать текст, просто скользя по клавиатуре пальцем. Вот. То есть мы должны провести пальцем по тем буквам по порядку, из которого состоит слово, чтобы оно набралось. Вот. И еще одна очень крутая фича, возможность это переводчик слов с русского на удмуртский. То есть, когда мы пишем слово на русском, он как бы это слово понимает и предлагает перевод на удмуртский. Вот. И с помощью этого непрерывного ввода текста можно очень быстро набирать текст. Вот. Следующее приложение. Не разбилось. Ну вот, как это все работает внутри. То есть для того, чтобы перевод работал, я использовал функцию сокращений. В этой программе в этой клавиатуре уже была возможность использования сокращений, но эту возможность использовал для переводчика. То есть вместо сокращений я пишу слово на русском, а вместо полного слова так сказать, я пишу слово на удмуртском. И у меня где-то около 25 тысяч слов используется в этом словаре. Для перевода с русского на русский. Так, идем дальше. Далее было создано приложение «Удмуртско-русский словарь».
Точнее, это тоже приложение, которое использует, работает с помощью другого приложения, Golden Big называется. Вот, и то есть это у меня приложение только устанавливает словарь, а Golden Big уже использует этот словарь и можно переводить. Также здесь есть система по описанию, тоже используется Hansel, и он понимает все те же файлы, что и для Hansel используется, которые, ну, как бы он словарь. Сейчас. Не то. Что делается. Сейчас видео. Ну, вот на видео можно посмотреть, как это все работает. Ну, также были созданы приложения для русской коми, марийско-русского, алтайско-русского словарей. Вот так. Мы идем дальше. Так, следующее приложение это разговорник. Здесь есть несколько языков. Но вообще этот разговорник был создан на основе коми разговорника электронного. Вот. Я сюда добавил свою озвучку и создал такое приложение. Вот. Это все работает офлайн, без подключения к интернету. Вот на видео видны все возможности основные приложения. Наверное, идем дальше. Следующее приложение это CodeChain. Это не самоучитель, а тренажер слов, фраз удмуртских. Вот, то есть, ну, сделано приложение по типу Lingoleo. То есть приложение подобное. Ну, в общем, используется приложение как тренажер для запоминания слов и фраз. Вот. Здесь тоже озвучка. Сейчас мы будем как это работает. Есть несколько тем, групп. Мы выбираем группу, которую мы хотим изучить. Вот. И тут как бы слова даются порциями небольшими. И дальше она идет тренажер. Также в этом приложении есть еще такой так называемый рейтинг пользователей. То есть пользователи могут соревноваться между собой, кто больше наберет баллов, очков. Вот. Также есть ограниченческие курсы, так сказать, ну, справочник
Есть внутренний чат, где люди могут общаться между собой, словарь. В словаре мы видим, какие слова изучены уже, которые еще нет. Настройки. Есть такая возможность еще как слово дня, то есть в течение дня пользователю приходит уведомления с словами. Дальше. Приложение это виджет. Виджет, который отображает текущую дату на русском языке. Очень простое приложение, но как бы очень полезное, считаю. Потому что не всегда помнишь, как понедельник называется по-русски. И как бы для запоминания очень полезно, мне кажется, приложение виджет. Ну и получается и на месяц тоже показывает период. Вижу некоторые вопросы. Ладно, попозже отвечу. Так, следующее приложение это Юнгорское радио. Это приложение, в котором есть, в котором соединены несколько интернет-радиостанций именно Финогорск. Вот. Звука нет. Но это приложение было сделано чисто ради интереса. Как бы, было интересно сделать именно приложение с таким интерфейсом. Вот. И, точнее, я сначала сделал сам интерфейс, визуальную часть, а потом уже туда добавился радио. Вот. И получилось такое приложение. Так, и вот одна из самых последних приложений, которое было сделано, называется «Русский алфавит». Это приложение уже было сделано с помощью президентского гранта. Вот. Приложение сделано на Unity 3D. То есть мы сразу уже получаем просто оформленное приложение, которое будет работать и на Android, и на iOS, и в десктопе тоже. Вот, но пока у нас опубликованные версии только на Android и на iOS. Сейчас включу. Это получается. Выглядит. Ну, в общем, есть персонаж, он бежит как бы и собирает буквы. Вот, и там появляются враги, которые мешают собирать буквы. Дальше следующее это упражнение это определение буквы, там рисование, подпись, и тут уже собираем слово, то есть чтобы ребенок понимал, что слово состоит из букв, и с букв можно вставлять слова. Супер, посмотрим суперсилы. Да. Вот, что еще? Ну, наверное, все. Это вот все основные мои приложения, которые доступны в Google Play. Вот, и на iOS доступно, получается, только последнее приложение, алфавит. Вот. И приложение для Windows
Package доступно на сайте openstore.ru. Вот. Ну, наверное, все. Так, вопросы? Так, наверное, начнем сначала. Так, удается ли монетизировать ваши разработки? Ну, честно говоря, все приложения бесплатные, и там нет никакой рекламы. Вот, и поэтому монетизации нет никакой. И как бы если удается, вот последнее приложение было сделано по гранту, и пока вот получается только таким образом мы можем получать какую-то выгоду, не знаю, с приложений проекта. Вот. Можно ли получить презентацию? Да, презентацию я выложу, и она общедоступна на сайте prezi.com. Ее там можно найти. Дальше. Вы сами делаете графики для приложений? Ну, зависит от проекта. В общем, для каждого проекта собирается своя команда. Вот, и где-то использую я свои наработки, где-то привлекаем услуги дизайнеров. Ну, это с Монами работал. Далее с Верой Штыковой работал. Вот. Зависит от проекта. Так, дальше. Так. Как разрабатывался CodeMachine? Полностью с нуля. Ну, в общем, приложение CodeMachine разрабатывалось в течение 2 месяцев. Вот, и оно, да, разрабатывалось с нуля. И, ну, основную часть, так сказать, основной код я написал в течение 2 недель. Вот, и как бы используя современный стек технологий, ну, подобные приложения не так уж сложно написать, сделать. Вот. Ну, в планах, конечно, создать такое мультиязычное приложение, такое обучение. Но то есть для многих, чтобы можно было изучать несколько языков. Вот. Обучение пока этого сделать нельзя. Видимо, будет какое-то другое приложение. Вот. Так, следующий вопрос. Когда на iOS? Ну, вот, честно говоря, пока не знаю. То есть я как бы сам не iOS-разработчик, и поэтому мне, наверное, будет сложно самому все написать. Но как бы, если найдется человек, кто будет готов помочь, то, я думаю, мы бы сделали вместе. Так. Есть ли у вас информация, какое количество пользователей используют ваше приложение? Да, есть статистика. Ну, вот CloudMachine сейчас общее количество скачиваний около 4,5 тысяч. Вот. Ну, активных пользователей около 1000 примерно. То есть у кого приложение установлено на данный момент на устройстве. Вот. Ну, самое популярное приложение это у меня тувинская клавиатура. Не знаю почему, но ее скачали уже, не помню, более 40 тысяч раз, по-моему. Так. Кто делает озвучку? Набирается спецкоманда для этого. Ну, для колдыщина делали озвучку в компании, телекомпании «Моя Удмуртия». Вот. Ну, разговорник тоже там озвучивали. Ну да, как бы там работает профессионал, и я заказывал у них озвучку.
Так. Какие каналы продвижения ваших разработок вы используете? Ну, в основном это ВКонтакте. Ну и все, наверное. Вот. Ну, даже как-то не занимаемся именно продвижением, то есть нам выкладывают ссылку на приложение только после разработки и все. То есть дальше уже, видимо, через людей как-то это все распространяется, люди узнают друг от друга и находят мои приложения. Так, есть ли речевой синтезатор для русского языка? Ну, пока нету. Вот, ну, конечно, хотелось бы сделать, но это, так сказать, план на будущее. Вот. Ну, и, наверное, отдельная тема для разговора. Так, что тут еще? Так, а почему приложение бесплатное? Ну, потому что я считаю, что пускай они будут бесплатными, и люди смогут ими бесплатно пользоваться, чем, например, как бы, купят там несколько человек, и только они будут использовать это приложение. То есть и как бы я особо не заработаю, и люди не смогут пользоваться этим приложением. Вот, и как бы исходя, наверное, из этих соображений. Так, нет желания сделать общую клавиатуру для всех языков на основе мувской. Есть такая идея, я даже уже начинал создавать такое приложение на основе гугловской, андроидовской клавиатуры. Вот, но почему-то разработка заглохла и, в общем, она стоит на месте. Вот. Так, да, хотелось бы создать такую программу, где были бы собраны все языки России. Моя Удмуртия делала лишь бесплатно? Нет, не бесплатно. Это ваша мировоззренческая позиция? Ну, думаю, да. И что имеется в виду? Не совсем понял вопрос. Возможно ли получить исходные коды приложений? Ну, на некоторые приложения, да, можно получить исходный код, и я их хочу выложить на GitHub. Вот, я даже начинал выкладывать, но пока не выложил все. Вот. Но некоторые не получится выложить, потому что они были сделаны по гранту, и там есть свои нюансы, моменты с правами. Вот. А некоторые, да, я хочу выложить, и думаю, они будут скоро доступны на GitHub. Так, есть ли какие планы или какие-то, которые планировали перевод игр на русский язык, либо на университете? Каких именно игр имеется в виду компьютерных? Но нет, пока не планировали, но почему бы нет? Вот. Если есть такая возможность, то я думаю, мы бы перевели. Надо, только вот надо найти людей, которые это сделают. Вот. Стоимость пользователя помещения по 500 рублей. Ну да, как бы приличная сумма. Есть ли у вас страница на Patreon? Нет, нету. Так. Вот еще по поводу
годовщина. То есть это, я забыл упомянуть, это приложение было сделано тоже по гранту. Вот. И да, и поэтому оно еще бесплатное. Я сказал, забыл сказать об этом. Вот. И поэтому оно бесплатно. Так, еще вопросы? Грантами сами занимались или кто-то помогал? Ну, грантами я не сам занимался, мне помогали, то есть я занимался через Миннас, через Шунды. Я, то есть, подготавливал проекты, отправлял им, и они уже находили гранты, а я как бы как исполнитель выполнял проекты. Так, вопрос Сергей Захаров. Какие конкретные игры вы имели в виду, если накидывали что-то еще? Угу. Есть какое-то сотрудничество удмуртских IT-специалистов и с IT-специалистами других народов? Есть какие-то совместные проекты? Ну да, как мы вот совместно очень плотно работаем с Андреем Чермышевым, с Лавом. Вот, то есть, например, я для них делал баллистскую клавиатуру для андроида, а они нам, например, помогали со словарем или с тем же словарем про описание. Вот. И как бы всячески стараемся помогать друг другу. С татарами, башкирами, ну, как-то нет. Почему-то нет у нас связей. Еще вопросы? Если говорить в целом об IT-инфраструктуре для малого языка, то какие вещи должны быть обязательно как минимум? Ну, я думаю, вот это вот должна быть клавиатура, раскладка, минимум, словари, если они есть в электронном варианте. Вот. Словари про описание. Вот. Если есть грамматика. Вот. Что еще? Ну, это, наверное, я считаю, что вот такой минимум, который должен быть. Вот. А далее это уже приложения для изучения языка, всякие там развлекательные приложения, игры. Мне кажется, так. Что еще можно добавить? Учебники, да, электронные, например, тоже можно отнести к минимуму на родном языке. Если говорить о развлекательных приложениях на языке, что пошло для удмуртов? Сколько? Игроферма. Ну, на самом деле сложный вопрос, потому что я сам особо не играю, например, ну, если говорить об играх, то сложно сказать, какую, например, игру можно было бы создать на удмуртском. Ну, думаю, да, это должна быть какая-то игра.
не знаю, интересные, которые, в которые хотелось бы играть постоянно. Вот. Очень хорошо было бы создать не тренажер, а полноценный обучающий курс. Ну, кстати, надо посмотреть, что там у татар сделано. Подбери правильный наряд артиста эстрады. Ну да, почему нет? С помощью дополненной реальности можно было бы сделать приложение, наводишь на себя через зеркало, и он одевает наряд. Или ведущий костюм, например, или еще что-нибудь. Какова затратная часть таких проектов, как годовщина? Сколько это может стоить частному инвестору? Ну, вообще, то есть годовщина, сама разработка, я думаю, где-то вот идет около 300 тысяч на разработку приложения. А дальше уже на поддержку, не знаю. Но сейчас как бы вот кладовщина у меня держится пока, ну, не знаю, не секрет, но как бы бесплатно. Сейчас мне хватает и сказать, бесплатного аккаунта для того, чтобы кладовщин работал. Вот. И, в принципе, сейчас я никаких затрат не делаю на кладовщин. Так, дальше. Ну да, человек-олень, человек-пес, приложение у Фильмаков есть, да, можно, думаю, с ними поговорить, пообщаться, и думаю, можно сделать перевод. Да. Какие планы по новым проектам, продуктам? Ну, сейчас мы в планах создать мультиязычное приложение для изучения языка. Далее клавиатуру для, общую для всех языков России. Вот. Ну да, хотелось бы все эти приложения выложить на GitHub. Хотелось бы, чтобы другие люди тоже могли что-то делать, вкладывать свои силы в эти проекты, чтобы любой желающий мог смотреть, как это работает, или доработать, так сказать. Вот. Ну, что еще? Ну, сейчас вот Виталик Пронин еще работает со словарем. Виталий Пронин, он здесь. Вот. У тебя что-то видно? Здесь, да. Да, можно и вот Виталий тоже задавать вопросы. Думаю, он ответит. Так, нужны ли волонтеры обезьяны для других языков? Или можно ограничиться донатом? У меня по Виталию было, извините, чтобы он подошел и вот рассказал о том словаре, которым он занимается. Вот, и, соответственно, если вопросы, них тоже ответил. Просто пару слов, пользуясь тем, что он тоже здесь, и вы одна команда, по сути. Вот. IT-стрим Удмуртлыка. Вот, сейчас мы тогда. Вопрос вот про волонтеры, да? Я не совсем понял, что имеется в виду. Видимо, имеется в виду, если человек хочет, чтобы появилось приложение для карельского языка, и он, я допускаю, он сам не разработчик,
Будет ли полезна помощь в виде предоставления языкового материала первичного? Ну, конечно, да, нам нужны такие люди. То есть, если будет продукт, который можно будет с легкостью добавить другой любой язык, то да, как бы такие люди нужны для добавления языков. Ну, именно для работы с контентом, с содержанием. Потому что мы все-таки разработчики, вот, и заниматься самим контентом нам зачастую получается иногда напряжнее. Но иногда, конечно, приходится некоторые вещи делать самому. Вот как, например, я в течение года обрабатывал один словарь. И там суммарно там у меня получилось несколько человек месяцев работы, которым мне никто ничего не оплачивал. Что делал в первую очередь для себя. У меня была задача получить из удмуртско-русского словаря русско-удмуртский словарь. Вот. Ну, прежде всего, как бы для себя я делал, а дальше мы уже вот на основе этого проекта там уже можем создавать какие-то другие полезные сервисы. Там, если, допустим, Гриша захочет добавить там название растений в программу к обучению, мы уже с легкостью можем отфильтровать какие-то ботанические термины, или зоологические, или там, физические, химические. То, что в словаре размечено, все вот это можно... Виталий, а можно небольшую предысторию сделать относительно вот словаря нового, над которым ты работаешь? То есть, чтобы люди понимали, что есть некоторая эволюция сейчас, что была такая первая версия электронных словарей, просто появился удмуртско-русский словарь в интернете в разных местах. Правильно? Да, но сначала... Вот расскажи, какой переход, какой как бы 2.0 твое поколение новое, что оно себя представляет? Ну, вообще, сам вот этот словарь в какое-то время, он сначала в виде PDF появился, потом на сайте Tangara.ru они сделали онлайн-словарь, мы оттуда успешно все данные выдернули, и уже потом, после такой первичной обработки, ребята из Сыктывкара уже в Сыктывкаре сделали в общем, сделали словарь для Golden Geek. Уже там вычистили его, там какие-то моменты там исправили. И вот я уже работал уже именно с этим словарем. Вот. Но так как словарь тоже, вот этот словарь 2008 года местами больше напоминает русско-русский словарь, нежели удмуртско-русский, то хочется как-то его расширить и за счет добавления статей из других словарей, потому что в разное время там было издано, не помню, не менее 30 разных словарей, это точно. И вот хотелось бы их объединить в одну систему, и поэтому нужен какой-то единый формат хранения данных, чтобы это все можно было объединять. И имея вот этот такой общий формат, мы можем достаточно просто создавать языковые пары на основе других языков. Допустим, если у нас есть русско-удмуртский словарь и есть русско-коми словарь, мы можем с легкостью сделать уже коми-удмуртский словарь или удмуртско-коми-удмуртский словарь. Это уже не составляет большого труда. То есть то, как работают ученые, составляют словари, но это уже устаревший подход, там, с карточками, когда они долго-долго все собирают. Сейчас технологии позволяют уже просто максимально все автоматизировать и просто заниматься только проверкой и верификацией. То есть
правильно ли получится результат или же нет. Ну и вообще очень много других интересных возможностей открывается, вот когда все данные структурированы. Мы, например, с легкостью можем уже искать диалектные слова. Вообще тоже один из планов на будущее – это сделать словарь, что-то типа Urban Dictionary. Urban Dictionary – это такой интересный проект, он уже очень давно существует, и это и до сих пор активно развивается. Это словарь английского сленга. Любой пользователь может добавить какое-то новое слово с новым значением. А так как в удмуртском языке, да и вообще во многих других финно-угорских языках, ну, прежде всего, наш проект больше ориентируется на финно-угорские языки. Вот, в наших языках очень много диалектов, и поэтому, так как не все словари включают какие-то диалектные особенности, вот, хотелось бы иметь возможность, чтобы люди могли самостоятельно добавлять какие-то собственные значения, те значения, которые там используются в их округе. За счет этого можно будет формировать какие-то динамические словари. Допустим, поехали в Волнажский район. У нас есть, можем отфильтровать только те слова, которые используются, ну, составлять такие небольшие разговорники. То есть все, что только в волнажском диалекте. Поехали, допустим, в Шарканский район, в Толбабаю, вот, захотели пообщаться с местным населением. У них есть какие-то свои особенности. Вот, отфильтровав значение, мы можем получить уже такой мини-разговорник уже шарканского диалекта. Но очень много разных возможностей. Так, вот вопрос. Есть ли опыт участия в разработках онлайн-переводчиков? Нет, с онлайн-переводчиками пока не работали, но я думаю, мы к этому придем в ближайшие несколько лет. Прежде всего, нам нужен хороший корпус языкам, потому что без корпуса заниматься онлайн-переводчиком смысла нет пока. Как собирать обратную связь от пользователей? Ну, у меня связь идет через Google Play. Люди оставляют там отзыв, либо пишут мне на почту. Обычно. Вот. В основном через магазин приложений. Что у тебя? Вопрос. Так, Виталий, я так понимаю, с этимологическими словарями продвижение гораздо больше зависит от удмуртских ученых. Ну, да, такие есть. Сейчас, насколько понимаю, этимологического словаря нету, но есть какие-то разные наработки, но почему пока не будет печатной версии. Вот. Ну, единственный вариант остается, да, это словарь, который, то есть краудсорсинг, когда люди сами смогут добавлять какие-то значения. Но и опять же, ориентироваться только на ученых нельзя, потому что экспедиции, конечно, проводились в разные времена, сейчас их гораздо меньше. Опять-таки язык постоянно меняется, и ученые не везде были, не все зафиксировано, поэтому, наверное, краудсорсинг более интересный вариант. Так, следующий вопрос. Что такое корпус языка? Корпус языка – это собрание текстов, просто собрание текстов. Вот. Просто то есть это может быть корпус какой-то художественной литературы, может быть корпус
допустим, текстов из интернета, это какие-то новостные сайты, блоги. Имея корпус языка, можно проводить какой-то глубокий анализ языка. Так, снова Артем Федоринчик спрашивает, как обстоит дело с частотными словарями. Но, в принципе, Артем ситуацию сам знает. Но ты даже непонятно, что хотел ответить. Частотные словари, пожалуйста, если те, кто не знает. Но сейчас У нас же все можно только частотный словарь учить только там еще дальше корпус удмуртского языка, который делали в высшей школе экономики, и все. Вот ниже еще есть продолжение, насколько твои словари могут помочь в вычислении частотности. Для словарей, наверное, если только по частотности значений каких-то. Ну, для частотности нужен корпус, как бы. Вот, все, считаю. Потому что есть такой момент, как частотность употребления слова и частотность его определенного значения. Ну и частотный словарь, который имеется в виду частота использования, употребления, да? Да. То есть, как я понимаю, нужен хороший корпус для этого. А у нас нет хороший корпус. Так. Ну, не знаю. Алексей Иванов спрашивает, так как число владеющих языками уменьшается, не считаете ли, что занимаетесь ненужным делом? Как себя мотивируете? Ну, такой странный вопрос. Но если ничего не делать, то, конечно, язык со временем уйдет в небытие. Если язык будет активно развиваться, будет создаваться какая-то инфраструктура для функционирования языка, для его развития, то хотя бы часть проблем уже будет закрыта. Но мы вот делаем свою работу. Поэтому, может быть, не нужно делать. Нет, это очень важно. Вопросы идут, я бы спросил или попросил, вот над какими вещами вы планируете работать, какие вещи запускать дальше. Я знаю, что вы некоторое время назад, около полугода, представили такую концепцию развития удмуртской электронной инфраструктуры, условно. Вот. И думаю, что вы можете о ней тоже рассказать. Интересно послушать, какие планы. Вот. Ну и непосредственно, какие вот у вас планы, проекты в работе, там, или о чем вы думаете. Чтобы мы понимали некоторый горизонт ваших намерений, того, куда стремится удмуртская технологическая мысль. Ну, вопрос понятен, но горизонты у нас точно такие же, как и для других языков. То есть делать все то же самое. Это и словари, переводчики, распознавание голоса, говорилки, много всего. Ну, можем расширить. Так. Да, кстати. Да, не должно быть видно, но все. Нет такого представления, что раз язык с меньшим носителей,
то на нем должно быть, ну не то, что должно быть, но то для него целесообразно меньшее число продуктов или менее сложные технологии. Нет такого представления? Нет, нет. Неважно, какой язык, там, какое число носителей, в общем, надо стремиться к тому, чтобы было все то же самое, что и в больших языках. Так, ну вот по концепции мы какие-то основные направления выделили, то в какую сторону нам хотелось бы двигаться. То есть это, прежде всего, электронную библиотеку хотелось бы иметь не в таком виде, который сейчас реализован в национальной библиотеке, когда есть сканы. Хотелось бы все-таки, чтобы это были вычитанные тексты, книги в форматах MP2, EPUB и так далее, чтобы их можно было читать на мобильных телефонах, на планшетах. Следующий пункт. Ну, все-таки какие-то стандарты, чтобы выработались для разработки сайтов на удмуртском языке. Следующий корпус удмуртского языка, ну, тоже с первым пунктом связано. То есть, составляя корпус удмуртского языка, нам тексты придется приводить в порядок, и хотелось бы, чтобы все эти вычищенные, выправленные тексты сразу попадали в электронную библиотеку. Опять-таки, корпус удмуртского языка предполагает создание каких-то сопутствующих инструментов, морфоанализаторы и так далее. Вот. Мультимедийный корпус тоже интересный момент. Сейчас, например, что-то подобное реализуется для бессерменского языка, так как письменного языка, можно сказать, нет, то они в своих экспедициях используют только диктофоны, ну, то есть аудиоматериалы, и, соответственно, им приходится сначала аудиозаписи распознать и уже потом добавлять в корпус. И при этом у них, например, там реализована возможность просмотра этого кусочка видео и поиски определенного слова в корпусе. Ну, собираемся дальше развивать систему проверки правописания, электронные словари, переводчики. Все это тоже тесно связано сейчас с корпусом. Создание открытой площадки для обсуждения новых слов и терминов, это то, о чем я уже говорил. Неологизмы нужно обязательно внедрять в жизнь. Вот. Но не все, например, из них, не все из предложенных неологизмов могут быть приняты людьми, поэтому возможность обсуждения, возможность предложения каких-то своих вариантов другими людьми была бы гораздо чувствительным способом, нежели, например, как это было принято раньше, когда существует термин орфографическая комиссия, и она решает, что вот это слово, все, будем так использовать. В итоге его начинают вроде как использовать, но оно не приживается. Так, геоинформационная система, создание сайта топонимики и микротопонимики Удмуртии и других территорий компактного проживания Удмуртов. Но у удмуртов, как и у многих других финно-угорских народов, у каждого вражика, у каждой горы, там, у каждого там, места в лесу, там, какого-то родника есть свое название, и хотелось бы, чтобы это все было как-то сохранилось, закрепилось. Хотелось бы, чтобы была какая-то база данных. Вот. Хотелось бы все вот это сохранить.
Опять-таки тоже интересные моменты открываются в плане потом развития туризма, преподавания краеведения, ну, уже в сельских школах, допустим, возможно, там для туризма. Опять-таки, например, на уроках краеведения, например, дети могли бы изучать микротопонимику, добавлять ее в базу данных, например, уже на уроках труда изготовить таблички и поставить там возле родника. По-моему, прекрасная идея. Следующий пункт – локализация программного обеспечения интернет-сервисов. Тоже такой важный момент. Сейчас, например, у нас кроме контакта и нескольких, наверное, кроме контакта больше таких проектов нет. Таких больших много. Да, таких больших нет, но хотелось бы, чтобы тоже все это активно развивалось. Опять-таки, сюда тоже можно включить и перевод каких-то фильмов, видеороликов, допустим, тех же видео тедовских. Вот. Ну, хотелось бы, наверное, еще есть еще такие моменты, которые от нас не зависят, но которые важны для инструктора удмуртского языка. Это терминально-орфографическая комиссия, бюро официальных переводов. Вот. Есть вопросы? Есть ли сейчас электронные книги для чтения на читалках? Наверное, нет. Да, скорее всего, нет. Ну, какие-то книги, наверное, возможно, удалось получить. Вот, с теми авторами, которые недавно издали эти книги. И уже просить у них, да, исходные тексты, и можно было бы подготовить. Ну, на самом деле, там очень много разных каких-то мелких заморочек, и просто хотелось бы, чтобы просто кто-то этим взялся, но не я. Ну, с аудиокнигами то же самое, мне кажется. Да. Что еще? Реально подключить народ, добавление контента. Ну, тут тоже по-разному бывает. Некоторые проекты могут вызвать такой интерес. Что-то нет. Но опять-таки тоже от какого-то времени и прочего. От ситуации в стране, можно сказать. Если в стране кризис, люди заняты какими-то своими проблемами. То есть был какой-то период, допустим, до 2014 года. Потом, хопс, у нас немножко стекло все. Последние годы, ну вот сейчас тоже опять какой-то снова интерес пошел. Ну, то есть это работать надо. Рассказывать, заинтересовывать других людей. Ну, а там зачем что пишет, то что народ не подключишь, только такие больные, как мы, можем этим заниматься. Ну, да, какие-то сложные вещи, например, вряд ли удастся сделать еще там, привлекая других людей. Я бы добавил по поводу больных. Вот интересная тенденция, что если раньше в большей степени филологи занимались, ну, в одиночестве,
То есть сейчас, вот, например, мы видим, вы яркий пример такого сообщества, которое не из филологической среды происходит, но при этом занимается русским языком, с какой-то своей мотивацией, не заламывая себе руки при этом, не знаю, не дрожа, не вознося руки к небу и так далее. Вы методично работаете и пришли в такую как бы сферу, как бы сказать, деловой, прагматичной. Вы не суффиксами занимаетесь, не образами облака в поэзии и так далее. То есть вы занимаетесь этим, как бы сказать. Вы работаете в сфере, где очень прагматичные деловые правила. Вот. Вы при всем при этом занимаетесь русским языком, делаете языковые проекты. Мне кажется, очень хороший. Возможно, потом появятся удмуртские инженеры, удмуртские строители, удмуртские экономисты и так далее. И все будут потихоньку, не сразу, медленно, долго будут связывать свою профессиональную деятельность еще и с удмуртским языковым строительством, с использованием удмуртского языка. Моя надежда. Ну да, говоря касательно профессиональной сферы, в моем понимании, мне все эти проекты помогают, так сказать, развиваться профессионально. И вот это, так сказать, даже это плюс, на самом деле, большой. То есть я и для удмуртского языка что-то делаю, и для себя, в том числе, я развиваюсь с этим проектом. Ну да, очень сильно развивает, когда работаешь на стыке разных сфер, допустим, там компьютеры и лингвистика, там, и так далее, там компьютеры, музыка, музыка, компьютеры, языки, опять-таки тоже много чего интересного открывается. Это, это очень увлекательно, если этим начать заниматься. Действительно, там какие-то моменты очень помогли мне в профессиональной деятельности. Еще был вопрос про неологизм еще. Так, где? Минуту сейчас. Ну вот. Кстати, об этом часто между собой не понимаем неологизма. Зачем в каждом языку брать оптимизированное русское слово корень, когда интереснее затыкать в слово из соседнего финно-угорского языка. Дальше. Но исследователи я, наверное, вот сторонник именно вот такого подхода, чтобы если у нас какое-то слово не сохранилось, но оно сохранилось, допустим, есть в коми-пермянском или коми-зырянском, почему бы не взять его оттуда? Другой вопрос, кто этим должен заниматься и кто будет искать такие слова? Искать, да. Только на энтузиастах. Вообще интересный момент открывается, если снова возвращаться к моему словарю. Мы можем, например, взять какие-то словари синонимов, какие-то русские словари, и отфильтровав по значениям из русско-удмуртского словаря, понять, какие же русские слова до сих пор не переведены на удмуртский язык, и просто уже начать дополнять словарь именно этими словами. Опять-таки, процесс может облегчить
добавления словаря синонимов. Благодаря еще неологизмов. То есть можно еще использовать такую фичу, как использование неологизмов в переводчиках и именно уже используем программы, например, в клавиатуре. То есть добавить словарь русского и русского языка эти неологизмы, и когда мы уже набираем текст, и когда мы пишем это слово на русском, у нас как бы приложение программы предлагает это новое слово, и человек может либо выбрать это слово, либо им отказаться. И уже как бы со временем, возможно, он как бы будет чаще использовать это слово в общении. Такой лайфхак, не знаю, сказать, использование неологизма. Так. Любимые новые слова незнакомые. Угу. Anyway. Ну, anyway. Да. Нас ко мне как-то приводится на разумное, не помню. Да. Как он есть какой-то... Контамил, да. Угу. Другое слово, да? Холодильник, ее канал. Ее канал. Угу. Ну, холодильник. Как бы такой логичный перевод. Что есть еще вопросы? Есть. В следующий раз, ну, не знаю, онлайн или офлайн. Офлайн. Ну, я не знаю даже, что там у нас. В будущем. Военная физика? Да, можно. Нет. В апреле же, по-моему. Угу. Да, у нас бесплатно. Вебинары. Ну, хорошо. Спасибо вам за внимание. Если что, пишите на почту, либо ВКонтакте, либо что-нибудь. Спасибо большое всем гостям, сообщникам, друзьям. Большое вам спасибо, что пришли, уделили время. Большое спасибо нашим докладчикам. Ребята делают огромное дело. Низкий, ребята, вам поклон от нас всех. Мы умрем, а дело ваше останется.
Вот, ну, спасибо. Узнавайте наших... Если интернет не отключит, наше дело будет жить. Всем всего доброго. Дети, Пока. Сау. Аджишилтыч. Все, я не знаю, goodbye. Еще языки не знаю.